8 сентября средневзвешенный курс таджикского сомони к доллару США составил 10,24 сомони к $1. Курс сомони к рублю составил 0,16 сомони за 1 рубль. Курс сомони к евро составил 10,16 сомони за 1 евро. Средние курсы продажи наличной иностранной валюты в кредитных организациях Таджикистана составляет 1 доллар США от 10,24-25 до 10,15 сомони, 1 евро от 10,16-57 до 10,14 сомони, 1 российский рубль от 0,1640 до 0,1665 сомони. Мировые цены на нефть в четверг утром коррекционно растут после двухдневного значительного снижения котировок. Цена на нефть марки Brent составляет $88.70 за баррель, марки ВТИ $82.63 за баррель. Стоимость золота в четверг утром слабо опускается после роста днем ранее и составляет $1725.90 за тройскую унцию. В Таджикистане существенно снизились цены на ряд продуктов, в том числе на муку, масло и сахар. По сравнению с началом августа цена за 50-килограммовый мешок муки первого сорта в Душанбе снизилась от 360 до 290 сомони на ярмарках и до 340 на рынках. Мешок муки второго сорта Таджик Матлюбот реализует по 230-260 сомони в зависимости от производителя, а на рынках до 310 сомони. Мука грубого помола местного производства стоит 210 сомони за мешок, а на рынках ее цена не превышает 240 сомони. Стоимость 5 литров масла снизилась до 125 сомони по сравнению со 140, а на ярмарках масло реализуется по 110 сомони за 5-литровую емкость. На ярмарках макаронные изделия реализуются по 7 сомони за килограмм, в магазинах же составляет 10-12 сомони, сахар по 9,5 сомони, в магазинах же 10-11 сомони. Говядина на ярмарках стоит 55 сомони за 1 килограмм, а на рынке 63 сомони, однако качественного мяса на ярмарках нет, а на рынке его можно приобрести за 67-70 сомони за 1 килограмм мяса. Причинами уменьшения цен на основные продукты питания власти называют увеличение их запаса и импорта на сельхозпродукцию с сезоном сбора урожая. Министр экономического развития и торговли Таджикистана попросил китайскую сторону определить и предложить долю республики с $500 миллионов, предусмотренных в рамках 30-летия дипотношений между Китаем и странами Центральной Азии. Как сообщили в Минэкономразвитии, этот вопрос был обсужден накануне на 12-м заседании Таджикско-китайского межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Напомним, что в конце января текущего года в формате видеоконференции состоялся саммит глав государств Центральной Азии и Китая. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил тогда, что Китай безвозмездно выделит странам Центральной Азии $500 миллионов, 50 миллионов доз вакцины от коронавируса, а также предоставит 1200 стипендий для обучения студентов и 5000 квот для повышения квалификации специалистов. Средства, по словам лидера Китая, будут выделены в течение 3 ближайших лет для осуществления социально значимых проектов. Торгово-промышленная палата Хатлонской области Таджикистана и ТПП города Конья, Турция, а также СЭС Дангара и технопарк Билишим в Одессе подписали меморандуме о сотрудничестве. Об этом сообщает посольство Таджикистана в Турции. Отмечается, что подписание состоялось вчера в рамках посещения Дангарийского района бизнес-делегации из города Конья. В СЭС Дангара с участием широкого круга таджикских и турецких компаний, руководство Госкомитета по инвестициям и управлению государственным имуществом и Хукумата Хатлонской области состоялся форум предпринимателей регионов 2 стран и деловые встречи в формате Б2Б. Деловая делегация города Коня посещает Таджикистан для поиска новых путей укрепления торгово-экономического сотрудничества. Визит продлится до 8 сентября при поддержке посольства Таджикистана в Анкаре и других министерств и ведомств 2 стран. 5 сентября делегация провела встречи с министром промышленности и новых технологий Республики Таджикистан Шерали Кабиром и торгово-промышленной палаты Таджикистана. Также в Душанбе состоялась деловая встреча Б2Б между таджикскими и турецкими компаниями. Согласно программе визита, делегация проводит деловые встречи с участием широкого круга компаний 2 стран в городе Куляб и Дангаринском районе с посещением промышленных предприятий и свободно-экономических зон страны.
Средства, предусмотренные государственным бюджетом в полном объеме, не получил ни одно из государственных секторов Таджикистана. По оперативным данным Министерства финансов страны, на начало июля госсектора финансировали в среднем на уровне 84% от предусмотренного. Высокий процент исполнения финансирования приходится на топливо-энергетический комплекс, это 99,4%, транспорт и коммуникации 98,4%, промышленность и строительство 84,2%. Меньше всего средств получила культура и спорт – 88% от предусмотренного плана. На развитие топливо-энергетического сектора направлено более 2,4 миллиарда сомони. Данная сумма составляет 15% от общего размера расходов госбюджета на начало июля этого года. Отмечается, что расходы госбюджета за январь-июнь составили более 14,1 миллиарда сомони. Процент исполнения госбюджета составил 87,7% от предусмотренного.